Якія перспектывы у канфлікту Лукашэнкі з Захадам? Гэта я абмяркую з польскім палітолагам Войцехам Канончукам, намеснікам дырэктара Варшаўскага цэнтру ўсходніх даследаванняў. Гэта урадавы аналітычны інстытут, які даследуе дзяржавы былога Савецкага Саюзу. Добрый день. Добрый день. Войтех, как вы думаете, вот в Нью-Йорке в ООН встретились министры иностранных дел Польши Збигнев Рау с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Ясно, что эта встреча была короткой и касалась в основном польского руководства будущего в ОБСЕ, но тем не менее, как вы думаете, могли ли они говорить о других вопросах? Ну, например, мог ли польский министр попросить или как-то намекнуть российскому коллеге о том, чтобы Россия, Кремль немножко приудержали лукашенковскую волну мигрантов, да, чтобы Минск уменьшил поток нелегальной миграции против Польши? Вы знаете, это не исключено. Это была рабочая встреча, хоть и она была довольно короткой, да, где-то 25 минут. И я не исключаю, что среди тем, которые были подняты польской стороной, была не только тема председательства в следующем году Польши в ОБСЕ, но и тоже ситуация на границе, которая, я думаю, это понятно многим наблюдателям, она спровоцирована белорусской стороной, но то, что в Москве имеются какие-то рычаги влияния на Минск, это факт. Как вы думаете, какова роль России, Кремля, российского руководства вот в этом кризисе, который начал Минск, начал Лукашенко в начале июня? Ну, во-первых, это понятно, что этот кризис не мог початься без согласия российской стороны. Мы тоже не можем исключать, что, по крайней мере, вот этот дорога для мигрантов из Ближнего Востока, это тоже происходит при посредничестве, каким-то сотрудничестве с российской стороны. Да? Надо понимать, что белорусские службы, в первую очередь КГБ, это их направление, это борьба с внутренней оппозицией, и это инфильтрация, да, это преследование диаспоры, да, политической диаспоры в определенных странах, да, как Литва, Польша, Украина и другие. То есть КГБ белорусские и другие белорусские службы не имеют каких-то сетей на Ближнем Востоке. Такие сети имеют российские службы. То есть я здесь не могу исключать, что здесь все это происходит тоже благодаря сотрудничеству между российской стороной и белорусской стороной. Да, мне кажется, что вот эта гибридная атака Лукашенко против Литвы, Латвии и Польши, она была в большой мере неожиданностью. Это был сюрприз. Мало кто ожидал такого рода действий. Как вы думаете, что еще могут в Минске, может быть, с помощью Москвы, придумать и как к этому подготовиться, чтобы снова не было удивления? Ну, здесь очень сложный вопрос насчет, что они могут еще придумать. Я думаю, что когда начался этот миграционный кризис на восточной границе, да, 3-4 месяца тому назад, тоже никто не ожидал, что это может произойти, тоже в таких масштабах. Это был сюрприз, думаю, и для Литвы, и для Польши, и для Латвии, и для всего Европейского Союза. С другой стороны, пока надо помнить, что этот кризис не закончен, да, то есть точка невозврата не пройдена. Мы не знаем пока, как долго белорусские власти будут посылать этих бедных людей на восточную границу Европейского Союза. Пока мне кажется, что это будет еще длиться какое-то время. Хотя ситуация, тоже климатическая ситуация, учитывая погоду, она будет все сложнее для мигрантов. Надо понимать, что главная цель режима в Минске – это просто создать проблемы для определенных стран Европейского Союза. Это, в принципе, получается. А что они могут еще придумать? Ну, я думаю, что здесь мы можем только несколько вариантов и там сценарий предполагать. Но то, что у них есть на эту способность, это факт. Да. Позвольте последний вопрос. Вы сказали о том, что Минск создал проблемы, да, Западу. Да, эта проблема есть. Даже уже погибло несколько человек в результате этого кризиса. Но каков выход из этой ситуации, из этой проблемы? Лукашенко поднял ставки в этой игре, да? Он пытается отомстить Западу. Что может Запад сделать? Как выйти вообще из этой ситуации? И вообще, есть ли хороший выход из нее?
Но тут надо понимать, что мы по другой стороне имеем игрока, который нерациональный, да, который просто у него главный приоритет – это удержаться у власти любой ценой. С таким игроком очень сложно вести переговоры. Хотя мы знаем, что неформальный рабочий контакт между Министерством внутренних дел Польши и Беларуси существует. Там была одна встреча еще в августе, но я так понимаю, что эта встреча не привела никаких положительных результатов. То есть, ну, с таким игроком очень сложно вести дела, тем более, если этот игрок просто его главная цель это да, создавать все больше и больше проблем для определенных стран. Ну, то есть, опять, ситуация сложная, как быстро она может разрешиться и что мы еще можем ждать, здесь, я думаю, вопрос найти сложно. С другой стороны, надо тоже помнить, что то, что режим сделал, этот миграционный кризис, это будет иметь свою цену. Да? То есть мы уже имеем серьезные голоса в Европейском Союзе, что нужна очередная волна санкций, пятая, да? Я думаю, это только вопрос времени. То есть точно режиму придется за это заплатить, но то, что одновременно какие-то проблемы есть, еще будут для стран Европейского Союза, это, к сожалению, тоже факт. Да. Пока конца миграционного кризиса, который начал Александр Лукашенко против своих западных соседей, не видно. И за это режиму придется заплатить цену в форме пятого пакета санкций. Моим гостем был Войтех Канончук, вице-директор Варшавского центра восточных исследований. Спасибо, Войтех. Большое спасибо.